Друзья, добрый вечер. Сельский. С вами снова Лева. С канала «Как-то так» у Левы. Друзья, я все-таки сегодня решила снять небольшой влог, может быть, и немного рассказать. И показать, что я сегодня буду делать. Друзья, вы все знаете, кто со мной, кто у меня подписан давно, кто со мной, что у меня произошла, можно сказать, такая трагедия, утрата в моей жизни. Утрата родного, близкого мне человека, которого я любила. И вы знаете, может быть, до смерти и не знала, что, оказывается, я его очень любила. Знать-то знала, наверное, но что это так тяжело будет и что это так больно будет, я точно не знала. Да и не думала, если так по большому счету, что кто-то из нас, из детей, из братьев и сестер так рано уйдет из жизни. Но на все воля Аллаха. Я не знаю. Конечно, я приняла это с трудом, поняла тоже с трудом. Да и сейчас как-то, не знаю, не по себе. Мне дочка ее племянницы, вернее, его дочка, моя племянница, позвонила за день до смерти. И это очень меня гложет, если честно. И постоянно крутится в моей голове, почему я не поехала, почему я не простилась с ним, когда он был жив. Просто, не знаю, мы же не думаем, что, да, вот в этот момент мы просто можем потерять родного человека или что, я не знаю. Или так Аллаху было угодно. Не то, что было угодно, а действительно было угодно Аллаху, чтобы я, наверное, не видела его в таком состоянии, больным. Может, и поэтому, не знаю. Но когда позвонила мне дочка, было уже 5 часов вечера, когда я, племянница, было уже 5 часов вечера, и я с ней поговорила, дала какие-то рекомендации, что делать, как делать. Позвонила своему брату в Москву, сказала, что она мне позвонила, сказала, что уже 3-й день отец не ест. Мой брат, то есть, не ест. Мы его так поем бульончиком. И то он очень отказывается, не хочет, пьет только воду. Не знаю почему, действительно, я не знаю, почему я не поехала в этот вечер. Просто нет у меня этому даже ни объяснения, ни оправдания. Хотела поехать с утра. Позвонила своей сестре, мы договорились, что поедем обе утром. Позвонила в Москву брату, сказала, что вот так вот говорят, что нашему брату плохо, что вот он не ест, что у него вот такое состояние. Что обратиться к врачу он тоже не захотел, но уже в последние дни они вызывают скорую, и в больницу лечь тоже он не захотел. Ни в какую, чтобы его забрала скорая. Он не захотел, ему поставили капельницу, сделали кое-какое назначение. И я позвонила своему брату в Москву, он через какое-то время перезвонил и сказал, что я с ним поговорил, вроде бы и так, он вроде бы даже пошутил с ним. Я как-то более-менее успокоилась. Но я не знаю, что это было, я не могу определить, я как-то о том, что он там умрет или еще что-то, я вообще даже не задумывалась. Но я почему-то в эту ночь не могла лечь спать. Я так полежала часа 2, задремала, но потом проснулась около 11 ночи и уже больше не легла. Просто я не знаю, что-то на меня нашло. У нас неделю не было так нормальной воды, у меня был такой беспорядок. И я как-то решила, не знаю почему, убраться на кухне. Сделала генеральную уборку на кухне. Много чего, холодильник почистила. Пока все я это делала, уже 4 часа утра было. Я думаю, зачем я буду ложиться
по идее, думаю, если я лягу, а мне надо уж сегодня ехать, я не успею ничего сделать. Стала уже готовить завтрак, пока дети проснутся, мама проснется. Ну, всех свои, как обычно, свои хлопоты. И где-то около 8 часов я пошла доить корову. Звонила сестре, чтобы вот договориться с ней, во сколько мы поедем. Сестра что-то не брала трубку. Я нервничала, переживала, что вот она не берет трубку. Ну, думаю, сейчас подаю корову и еще раз позвоню. Я выпустила свою птицу, покормила, и через какое-то... Ну, только зашла в сарай подоить корову, и мне позвонила моя сноха. Ну, жена моего брата. И сказала, что моего брата уже нет с нами. Знаете, я не знаю. Передать то состояние я не могу. Это состояние может просто знать тот, кто терял своих родных. И потом мысль, как я скажу маме. Что я скажу маме? Если бы хотя бы, да, я вечером опять-таки не сказала маме, что сын заболел. Не знаю. Я виню себя в этом, и в том, что вот за день раньше не сказала, что он болен. Хотя я знаю, что она бы не поехала, она не смогла, потому что вы все и я, мы знаем, что она больна, что она была не в состоянии. Ну вот, не знаю, в действительности чувство вины меня вот гложет и гложет, что я не поехала, не простилась с ним живым, что не сказала маме тогда. Но исправить ничего сейчас не могу. Ну, я начала так обзванивать, позвонила своим дочкам и просила у всех совета, что мне делать, как мне сказать маме. Я не знала, как это сказать. Я в действительности не знала, и я не думала даже, что она вот так вот настолько выдержит. Значит, она сильный человек, действительно. Она по жизни сильный человек. Но, может быть, не может быть, а да, Аллах дает ей эти силы. Я ее сначала покормила, дала все таблетки, которые надо было утром дать, чтобы вот это, ну, не было никаких таких вот непредвиденных ситуаций. Дала ей несколько таблеток, 3 даже, по-моему, 4, не помню, валерьянки. Она меня еще спросила: а ты же мне раньше такие таблетки не давала, зачем ты мне их даешь? Она очень относится, так, знаете, щепетильно к своим таблеткам, пьет их вовремя. И, ну, не то, что пьет вовремя, даю-то я ей. И если я даже чуть-чуть задержусь, она меня сразу мне говорит: а мы сегодня не будем принимать лекарства? Ну, вот дала ей валерьянку, чтобы она немножко была как-то более спокойна. Сказала, что врач выписал, сказал, что с сегодняшнего дня надо тебе их давать утром. Ну, покормила ее, потом, смотрю, зашла. Я, честно, друзья, я не знала, как ей это говорить. Не знала. Я заходила и выходила. Заходила и выходила. Вот это было самым трудным для меня. Сказать, что ее ребенка нет. Хоть он был уже 60-летний, но он для нее был ребенок. Но потом как-то, набравшись смелости, время-то идет, нам же надо быть там, нам надо помочь, нам надо все сделать. Я сказала ей, что просто он заболел. Зашла и сказала: мама, я еду к брату, к своему сыну. Поехали со мной. Она говорит: а зачем? И зачем я тебе нужна, если даже ты едешь? Я говорю: мама, мне позвонили и сказали, что он болен. Давай проведаем его. И сказала, что он вот отказывается там кушать, не хочет. Может быть, если бы мы поехали, он бы согласился там поесть, и согласился бы поехать к врачу, он бы тебя послушался. Ну, я ей так сказала. Он бы сказал, он там, я говорю, он там никого не слушается, а он бы тебя послушался, давай поедем. Не знаю, она как-то сказала: я же не смогу, ты же знаешь, что я не смогу.
Я и в машину-то сесть, говорит, не смогу, а там тем более я не смогу не ходить. Ну, она же еще по своим делам ходит постоянно, у нее очень много, таблетки от давления, у нее таблетки мочегонные, у нее ноги отекают, приходится их принимать. И в связи с этим она сказала, Ляля, я не смогу, что мои родственники, мои близкие меня зовут Лялей до сих пор. Мама тем более. Я вышла. Ком в горле, и я не могу ей сказать, и не могу, я не знаю, что ей делать. Я не помню, кто-то мне позвонил и сказал все-таки, лучше ты скажешь. Я посоветовалась опять, может быть, я не скажу, может, я ее не повезу, не буду говорить об этом. Но, честно, не помню, кто это был, из моих близких кто-то. Они все-таки сказали, лучше скажи, потому что потом ей будет труднее. Я это ей сказала, все-таки зашла, набрала смелости. Еще раз попросила, давай поедем все-таки. Она не согласилась, и потом я уже сказала, что его нет уже, что нам надо ехать на похороны. Как это было трудно сказать, знаю только я. Она сначала не поняла меня, а потом просто выключилась. Мы даже не успели с Ибрагимом сообразить почти, что она... Уже почти у пола мы ее оба подхватили, не дали ей удариться. Она долго приходила в себя. Мы и водой, и нашатырным этим спиртом, аммиак, как он называется. Еле-еле привели ее в чувство. Она пришла в себя, посидела, так вот отрешенно смотрела то на меня, то на Ибрагима, то на меня, то на Ибрагима. Потом опять выключилась. Часа два мы как-то с ней приходили в себя. Я уже хотела поехать без нее. Знает, но на похороны не возьму все-таки. Может быть, уже завтра повезу. Уже собрались ехать без меня, без нее, вызвали такси, как приехала моя старшая дочь. И уже приехали ее свекор со свекрухой, и они сказали, постарайся все-таки ее повезти туда, хоть как. Поднимите на руках, хоть как-то, но повезите ее. Мы все-таки повезли ее. Она могла там посидеть, смогла. Она выдержала, конечно, плакала, конечно, через все это она прошла. Она выдержала эти 3 дня. Вы знаете, может быть, этот влог уже я готовилась что-то вам показать, что я что-то буду делать, но получается, что у меня этот влог просто разговорный. Вы меня простите, конечно. Но походу я, может быть, и сразу и буду делать, что я буду делать. И немножко расскажу вам о своем брате. Это получится и о моем брате, и одновременно это какая-то вот история и обо мне, может быть. В тот же вечер приехали да, и еще одно, сказать, двоим сказать это известие, конечно, было очень трудно. Мне пришлось сказать это и брату, что у него нет брата уже в живых, и матери сказать, что ее сын тоже умер. Вы знаете, это очень трудно. А приехать, узнать брату, который на расстоянии, что его брата нет в живых, это я тоже понимаю, насколько было трудно. И он мне позвонил, уже было часа 12, наверное, мы уже были там, у них. Старший брат мне говорит, у нас самолет только на 2 часа дня. И мы прилетаем только в 5 вечера будем у вас. Спрашивает, что и как. А в это время уже все подготовительные процессы, работы сделаны, и мой брат в саване лежит. Простите меня. Я сегодня долго ходила, долго думала, не буду плакать, но не получается.
Я постараюсь. Ради Бога, извините, ради Аллаха, извините меня. И у меня и сейчас стоит тут плач моего старшего брата в ушах как-то, вот, когда об этом вспоминаю. Он сказал, а нельзя подождать, пока мы приедем, не хоронить его. Спроси кого-то. Но я знала, что не будут ждать, конечно. Потому что в 5 вечера уже вечереет. А до захода солнца надо обязательно похоронить по нашим обычаям, по нашей религии. Я сказала ему, что вряд ли, но я спрошу. Я все-таки спросила просто для того, чтобы не говорить это от себя. Они сказали нет. Ну, хотя бы, если бы в 2 часа дня он бы прилетал, то можно было бы подождать, но уже позже невозможно. Когда я это ему сказала, что мы не дождемся его, пока он приедет, он просто зарыдал в трубку. Я знаю, что мы все смертны, я знаю, что каждого из нас, из вас в какой-то мере коснулась смерть по-любому. Мы теряем близких, мы теряем родных. Вы меня извините. Я знаю, что мне говорили просто, что не надо рассказывать о грустном, не надо постоянно печалиться. А что сделать? Это моя жизнь. И, видимо, Аллаху так суждено, чтобы она была такой. Аллахом суждено для меня. Просто, друзья, мы при жизни не ценим тех, кто у нас есть. Мне кажется, по крайней мере, я просто говорю про себя. Мы не говорим нашим родным и близким, что мы их очень любим. А это надо говорить. Я даже своим детям не говорю, что я их люблю. Но оказывается, по-моему, это надо. Это я поняла. Потому что в действительности я очень люблю своих братьев, сестру, своих родных, своих детей. Но по своему характеру никогда им этого не говорю. Я знала, что мой брат тоже меня очень любит. Я это чувствовала. Конечно, может быть, хватит того, что даже ты чувствуешь, что тебя любят, и что ты любишь, но все-таки лучше, по-моему, об этом говорить. Вы знаете, я не думала, что столько людей будет на похоронах. Эти 3 дня поток людей просто целыми днями мы встречали, принимали соболезнования, провожали, давали садаку, кормили всех. И вы знаете, как-то вроде бы и похороны, но они так спокойно прошли, как-то без суеты, без хлопот, без того, без чего-то. И о нем так хорошо отзывались все, что действительно было даже очень больно, что, наверное, мы как-то и не ценили его настолько. Он был очень умным человеком. Он был спортсменом. Он был тренером по футболу. Он был футболистом. Всю жизнь занимался футболом. Сколько я его помню. До армии, до института. Он всегда сам играл в футбол. Мой брат был судьей международных категорий. Он выезжал по России и судил разные матчи. Он тренировал детей, он тренировал взрослых, он работал в МВД, там тоже был тренером по футболу. Но он был очень таким, знаете, жизнерадостным, энергичным, начитанным. Он очень много читал художественную литературу, читал журналы по спорту, газеты, журналы. Вот, по спорту любой, или даже не то, что просто футбол.
любой вид спорта, он знал, что и как, ему можно было задать любой вопрос, он отвечал, а по футболу так лучше его, по крайней мере, у нас в Ингушетии никто не разбирался, это стопроцентно. В футболе в Ингушетии он был первый. Во всех, не знаю, во всем, именно по футболу. Я не знаю, но это мое мнение, может быть, кто-то мне возразит, но я не думаю. Потому что в действительности даже были и статьи, как я сказала, и на похоронах его, с ним, по-моему, это был друг, он с ним вместе работал, он сказал, что именно мой брат Магомед очень многое сделал для футбола нашей республики. Что этот человек очень многое сделал именно для нашей Ингушетии, для маленькой нашей республики, именно вот по футболу. И эти слова тоже мне как-то запали в душу. Вот так вот, друзья. И когда я еще, у нас очень большая разница со всеми моими сестрами и братьями. Он старше меня на 7 лет. Второй брат старше меня на 9 лет, сестра на 13 лет. И большая разница все-таки чувствуется. Моя сестра вышла замуж, когда мне было 12. Старший брат, как только закончил институт, уехал на север. И практически вот с этим братом, с Магомедом, моего брата звали Магомед. Тогда был это Магомед, сейчас говорят Мухаммед. Но в наши времена всегда наших мужчин называли Магомедами. Мы с ним выросли, в принципе, вместе, получается. Не то, что выросли, он намного старше меня, но мы постоянно были вместе. Да, мы ругались, да, мы не понимали, может быть, друг друга. Он был очень, знаете, как бы сказать, строгим братом. Меня, конечно, это тогда немножечко угнетало, что он вот настолько со мной строгий. Но я потом поняла, что это даже хорошо. И постоянно, вы знаете, у нас постоянно были его друзья, футболисты, его дети, которых он учил. Постоянно приходилось их обслуживать, готовить. Как-то вот я даже и не задумывалась, что это трудно, что это нельзя, плохо. Просто вот есть и все. И, я в действительности, я все-таки понимала, что он меня любит. Не знаю, друзья. Вот так вот. И люди, которые приходили на похороны, о нем так хорошо говорили, так хорошо отзывались, писали в Инстаграм такие статьи про него, что этот человек действительно сделал именно для спорта Ингушетии очень много. Он выучил очень многих ребят, которые сейчас играют в хороших российских командах. Я просто в последнее время этим не следила за этим. Но, по-моему, в «Зените» играет его один ученик Аздоев. Саид Аздоев. Я точно не могу сказать его имени, вы меня извините. Он тренировал очень многих детей, он любил детей, и дети его тоже очень любили. Он был очень простым, хорошим человеком. Он был в действительности очень простым и добродушным. Пусть Аллах вознаградит его раем. Я надеюсь, что он будет в раю. И очень хочу, чтобы мы все встретились с ним там. И буду молиться за него, и за нас, и за всех. Вот так вот, друзья, я готовилась. Не знала, что буду говорить. Вроде бы промысливала, что-то намечала, но не смогла сказать ни одного слова, которое я хотела сказать. Вот как получилось, так и получилось. И теперь я просто хочу сказать слова благодарности вам за вашу поддержку, за вашу любовь.
Не зная вас, вот лично, не видя вас, я от вас тоже чувствую такое же тепло, как и от моего брата. Я поняла, что многие мои подписчики уважают и любят меня. И это для меня очень ценно. Вы даже не понимаете, насколько это для меня ценно. Это очень многого стоит. Огромное вам спасибо. Перед Богом, перед Аллахом. Вам воздастся за это, потому что вы настолько делаете приятное мне. Я не могу этого просто передать. Действительно. Вы меня очень сильно поддерживаете. Простите, пожалуйста. Просто этот ролик не будет монтироваться, я его пущу, как он есть. Без отрывков, без... Как есть, и так и будет. Не знаю, может быть, кому-то не понравится. И то, что я плачу, и то, что я говорю, и то, что у меня постоянно, наверное... Ну, у меня было несколько таких, что я постоянно грущу, и об этом, не стоит это показывать. Да, я знаю, что нельзя грустить, но в такие моменты не грустить и не плакать просто не вариант. Жизнь просто продолжается, я это знаю. Я теряла, не сказать, что очень много, но вы знаете, что у меня есть потери в моей жизни. Своих моих близких и родных. И каждый раз, когда умирает твой близкий, ты думаешь, все, жизнь закончена. Как можно дальше продолжать смеяться, как можно дальше продолжать жить, как можно дальше существовать. Но, как когда-то сказал мне мой папа, мой отец, Аллах дает силы тебе и жить, и смеяться. Если бы этого не было, то люди бы просто от потери близких, у людей бы разрывались сердца, и они бы умирали. Он мне это объяснил по-другому. Это было давно, когда умерла еще моя свекровь. И вот когда мы с ним общались насчет этого, как-то, была какая-то тема, я сказала, что мы же смеемся, мы сидим, мы едим, а человека нет с нами. Почему это так? Почему мы можем смеяться, когда вот нет такого близкого человека рядом? Он мне тогда какими-то своими словами, я сейчас не могу вспомнить, как это было сказано, но смысл слов таких его был такой, что в действительности Аллах дает силы, чтобы и дальше продолжать жить, и чтобы смеяться, и чтобы все было, как прежде. Как прежде, конечно, не будет, что, да, этот человек будет у вас в памяти, вы будете о нем вспоминать, вы будете за него молиться, но жизнь продолжается. И это были его слова. Если бы это было не так, то в действительности на свете бы давно уже не было людей. У людей просто бы разрывались сердца, и они бы не выдерживали потерю своих близких. И поэтому вот сейчас я рассказала вам об этом. Не знаю как, может быть неправильно, может быть правильно. Но до данный момент это получилось у меня так. Я безмерно, я не могу сказать до какой степени, я безмерно всем вам благодарна. Кто писал мне в YouTube, кто выходил ко мне в личную связь, а это очень много. Это очень много людей, вы не поверите, которые не знали, что у меня произошло, и беспокоились, почему я не выхожу, не выпускаю влоги. Это люди были, которые узнали и приносили мне соболезнования. В действительности это очень много людей. И это люди из разных уголков мира и страны. Это люди разных вероисповеданий. И в действительности я даже горда тем, что действительно меня любят. Я не могу сказать состояние, передать вам мое состояние. Я вам безмерно благодарна. И я благодарна Аллаху, что я кому-то нужна, что меня ценят, что меня любят. Это я почувствовала. Я почувствовала тепло от всех вас,
тепло ваших сердец. Я это действительно почувствовала. И огромное вам спасибо. Огромное. И я буду молиться за всех за вас и за всех за нас. Как-то так. Жизнь продолжается. Будем жить дальше. Будем помнить о наших близких и родных и давать за них милостыню, садаку. Больше у нас ничего не остается. И молиться за них. Теперь скажу, что у меня здесь происходит в доме. У нас еще, я вам сказала, что приехал мой брат, сноха и его сын, ну, мой племянник. Они у меня все эти дни, он приехал в первый же день, 5 часов вечера. Ну, вот сколько, я точно не могу сейчас сказать, по-моему, 11-й день сегодня, как умер мой брат. То ли 10-й, то ли 11-й, я сейчас не смогу сообразить его сразу. Они у меня гостят. И как-то, вы знаете, мама еще как-то с ним немножко, как бы сказать, ну, развеивается, наверное, или не знаю, как-то успокаивается, потому что все время старший сын ее, ну, мой брат с ней, все время с ней общается, и сноха. Ну, короче, нас много пока, мы все вот не даем ей оставаться одной. Приезжает моя сестра, приезжали мои дочки, то одна приедет, то вторая приедет, то мы все собираемся. И вот эти дни мы вот так вот проводим. После 3 ночей, потом была 7-я ночь, но мы так просто узким своим родным кругом собрались, раздали садаку, ну, сами собрались, просто все, ну, наша семья чисто, сестра, две мои сестры, брат и все мои наши дети. И 2 снохи. Сидели, вспоминали о нем, смотрели фотографии. Он в молодости был такой красивый, симпатичный, вы знаете. И еще раз вам огромное спасибо. Всех вам благ и милости Аллаха. Ну вот, как-то так, друзья.